Было ли неожиданным предложение занять пост руководителя городского управления культуры? Можно сказать, предложение было неожиданным, но есть желание работать, есть человеческий ресурс, можно это так назвать. То есть, да, хочу работать, могу работать. Что поменяется с появлением нового руководителя? На самом деле все ждут революции в плане кадровых каких-то перестановок, новых заявлений, еще чего-либо. То есть, понимаете, чтобы делать какие-то перестановки, какие-то даже крутые заявления, да, резкие заявления, что будет так, а не вот так. Для этого, во-первых, нужно провести анализ уже проводимой работы отрасли и иметь хорошую базу, кого на кого менять, да, например. Сейчас управление культурой работает в штатном режиме, революции точно не будет, но мы проведем оценку эффективности именно работы всех отраслей, да? Не всех отраслей, а именно в отрасли в нашей. Постараемся привлечь общественность к оценке именно эффективности, к оценке проводимых мероприятий, к оценке вообще предоставляемых услуг. И уже по факту анализа всех вот этих вот опросов, можно это так сказать, будем делать какие-то выводы именно функционирования. Да? Может быть, в части проведения мероприятий в городе, да? В части работы учреждений, может быть, что-то где-то изменится. Сохранится ли тенденция работать в новых для ухтинской культуры форматах и направлениях? У нас есть желание, возможности проводить мероприятия, может быть, в новом формате, наши традиционные мероприятия, но в новых, например, форматах. То есть мы будем развивать именно работу нашего учреждения, нашей отрасли. Я хочу с коллективами познакомиться, с руководителями этих коллективов, понять их видение, планы развития их коллективов, их учреждений. То есть наверняка каждый руководитель на своей должности, он тоже ведь стратег, который разрабатывает, который в своей голове видит именно развитие своего учреждения, чтобы был достойный уровень, и он не был ниже, чем было до, да, а только шло все на рост и увеличение. Какие знаковые события в сфере культуры ожидают Ухту в ближайшем будущем? 2016 год – юбилейный год для всей нашей республики, 95 лет государственности Республики Коми. То есть сейчас уже создана инициативная группа, которая занимается подготовкой к проведению празднования 95-летия республики. И Ухта, конечно же, должны мы себя представить на очень высоком уровне, именно в период празднования этого мероприятия. И все мероприятия, которые будут проводиться в 2016 году, они приурочены именно к юбилейной дате нашей республики. То есть под этой эгидой все будет проходить. И одно из таких ключевых, можно так сказать, мероприятий, несколько их даже, да, это выигран у нас грант интерактивная арт-галерея под небом Республики Коми. То есть посвященный также 95-летию республики, мы будем реализовывать этот грант в День молодежи. То есть хотим сделать интересное во всех аспектах мероприятия. Можно сказать, площадка для всех видов культуры, творчества, представителей всех направлений творчества, да, нашего города. То есть мы планируем это в парке вновь сделать. То есть у нас будет такой именно парк превратится в эту интерактивную арт-галерею, где можно будет посмотреть, поучаствовать, попробовать себя в той или иной в том или ином направлении творчества. И вот назвали это все под небом республики. То есть очень надежды у меня большие на этот проект. А также еще в 2016 году, осенью 2016 года, планируется провести первый республиканский конкурс гармонистов имени нашего выдающегося музыканта Геннадия Васильевича Музорова. Первый в республике, да, хочу обратить ваше внимание. Надеемся, что сложится все, да, сейчас экономические условия трудные, но надеемся, что все будет хорошо.